О чем мечтают мамы? Часто мамочки в суете злободневных забот просто мечтают о тишине. Сесть где-нибудь в уголочке на диване, а еще лучше на даче в тени кустистых деревьев и спокойно попить чаю. Но это точно не про наших сегодняшних героинь. Обе они личности активные. Мама в силу своего возраста увлекается скандинавской ходьбой, а вот дочь – профессиональная легкоатлетка, для которой бег – это дорога самосовершенствования и прекрасный способ проверить свои возможности. Ведь для нее каждая тренировка – это маленький шаг к победе над самим собой. Никогда не сдаваться, даже когда кажется, что больше невозможно. Вот девиз чемпионки России по сверхмарафону Надежды Буд. Поскольку каждый спортсмен использует свой потенциал на все 100%, то ему очень важно пересечь финиш первым. Она попадает в объятия своего тренера, рекордсменки России Татьяны Жирковой, трехкратной чемпионки мира. Ну что ж, 7 часов 17 минут, таков результат. Надежда, она ровно на 3 круга опередила свою землячку Изабеллу Борисову, экс-чемпионку страны. Ну что ж, 7 часов 17 минут, на 8 минут быстрее, чем сделали это. Вот так. Неужели это я сделала? Выиграла Россию. После финиша звонишь своим родным, близким. Я могу позвонить своим сестрам, да, своей маме, да, у нас группа есть, я сразу групповой звонок, ну, вот там набираю, да, видеозвонок, да. И там уже сразу с ними моя дочка. Но обычно бывает, что вся моя семья смотрит в одном доме меня. Поэтому, если кому-то все равно позвонишь, там все уже там уже будут. Стряпала оладьи. Всегда оладьи стряпаю. Как говорится, в алгыстах оладья. Волнуюсь, пусть она победит. Я думаю, так. Обязательно принесу. Когда бегаешь, ни о чем не думаешь. Только бег и время смотришь. Километраж и время, да, получается. И другие мысли вообще не приходят. Вот, например, бежишь и вот нынче, да, ну, сейчас на чемпионате России, у меня старая травма начала побаливать, когда я начала бегать, с 20-го километра, получается, да, и я все вообще психологически себя настроила, что забыла вот про эту травму, про боль, и все, я уже на это вообще не зацикливалась, и как будто у меня вообще уже ничего не болит. И бежала вот так. У меня, получается, 80 километров еще оставалось бежать. И ну, себе вот, давай, терпи, вот так. Все, 80 километров, и все, отдыхать будешь. Типа так в голове думала. Чемпионат России – самая дорогая и долгожданная медаль. В феврале у меня не стало отца нашего, да, и вот самая дорогая долгожданная медаль в прошлом году, в 22-м году, и я очень рада, что папа был там, потому что он самый ярый фанат, болельщик мой был, поэтому он был, наверное, очень рад. В детстве он всегда на моих соревнованиях был, рядом даже бегал, болел, кричал. Всегда так было. Соперница-то где-то на метров 500 деген қалды бұла.
Если папа, самый преданный поклонник дочери, души не чаял в своей девочке, то сама Надя боготворила российскую спортсменку Татьяну Жиркову, королеву легкой атлетики, которая зажгла не одну спортивную звезду Якутии. Я как бы фанатела тоже Татьяны Юрьевны, поэтому хотела сильно познакомиться с ней. И она же бегала, постоянно я смотрела, как она бегает, тренируется, да. И вот я начала серьезно заниматься легкой атлетикой. Я постоянно хотела с ней познакомиться, там разговаривать с ней. Я встретила ее в Ханге, когда были спортивные игры, да, и я тоже там участвовала. И она выиграла на дистанции 5000 метров, и я подошла к ней и поздравила ее. А в то время я занималась у Татьяны Ариносовой, и мы в декабре поехали на сборы в Киргизию. И там же я жила с Татьяной Жирковой. И вот мы там и познакомились очень хорошо. Она мне готовила. По вечерам мы выходили гулять, прогуливались по Бастери. Была как наставником. Контролировала мой пульс, там мои тренировки смотрела, контролировала, как я делала темпо. Бывают моменты, конечно, очень тяжело бывает, то, что не хочешь вставать, идти на тренировку, да, вообще и физически, и морально устаешь, поэтому, но я все равно иду на тренировку. Спорт – это уже как бы часть моей жизни. Я не могу уже без бега. Она помимо тренировки еще работает. Она работает структура. Я не знаю, если бы я была Надей, для меня она какая-то вообще герой. Я всем всегда рассказываю про Надю, потому что для меня у нее еще семья, ребенок, вот надо же еще за ребенком следить. Вот. Она для меня реально герой. Она когда тут ленится, поэтому сразу вспоминает. Даже Надя там да. встает и идет. Я думаю, вот я работаю, делаю, у меня нет силы, я просто лежу как тряпка. Потом думаю, Надя сейчас работает, что я не буду там. Вот она вообще крутая. Поэтому Надя для меня герой. Я даже профессию не выбирала. Просто приехала в Якутск и сразу документы сдала на физкультуру. И все. И я была уверена, что поступлю, и все. И поступила. Все, вот так я кончила физкультурный. После окончания учебы института, да, я работала инструктором по легкой атлетике в стадионе Туймада. Когда там работала, я училась заочно уже на юридическом. Если я даже брошу, да, свой бег, я все равно буду заниматься для себя. Все равно я буду ходить тренажерный, наверное, зал. Все равно спорт будет в моей жизни всегда. Сейчас моим тренером является Татьяна Юрьевна Жиркова. Мы с Сарданой вместе тренируемся у Татьяны Юрьевны. Уже 10 лет, больше 10 получается. И когда я сидела по уходу, Сардана меня мотивировала. Я хотела бросить, но она меня мотивировала, и вот я начала тоже тренировки свои. Мой день начинается с 6:30, и уже в 7:30 я должна быть в Триумфе. И начинается у меня в 7:30 тренировки, разминка. Если там скоростная, уже в 8 я уже начинаю скоростные работы. Вот 30 минут дается мне на разминку, а в 8 часов уже Татьяна Юрьевна уже приходит. Тренировка у меня длится 2 часа, 2,5, да, это получается. Быстренько делаю разминку, растягивание и сразу бегом на работу. Бегу. Прихожу на работу, все уже уставшие. И вечерняя тренировка у меня получается после работы уже в 7 часов я иду на вторую тренировку.
Если в летний период, да, у меня тренировки начинаются уже с 6 часов. Иногда бывало с 5 я часов вставала на тренировку. Длительные, когда делаешь 45 километров в Илюйском тракте бегаем с 16 километров, поэтому там нету тени, там невозможно под солнцем, под палящим солнцем бегаешь, поэтому вот летом мы тренировки начинаем уже с 5, там, с 6 часов. Успеть до жары. Не думай о том, сколько осталось до финиша, а сосредоточься на каждом шаге. Именно они приведут тебя к цели. Примерно такими словами каждый раз подбадривает свою дочь мама Евдокия Прокопьевна. Сама очень активная и энергичная женщина со своим спортивным прошлым, а в настоящем придерживаясь здорового образа жизни. Я в школе занималась легкой атлетикой, и шашки, и шахматы, и волейбол. Ну, все виды легкой атлетики занималась, и лыжей. По лыжам мы всегда первое место заняли, Самарсунская 8-летняя школа. У нас 2 кубка по шахматам и по лыжам. Хожу в шахматный центр, там играю в шахматы в турнирах и республиканских, и улусных соревнованиях. Всегда активно участвую. Я хожу в группу «Стимул» скандинавской ходьбы. В день сделаю 10 и 12 тысяч шагов. Нас в семье 5. Я самая младшая, у меня 2 старших брата и старшей сестры. Все мои сестры и братья все занимались спортом. Братья занимались борьбой, масс-рестлингом, сестры волейбол, баскетбол, ну и бегали. Ну, как в деревне же всегда участвуешь в спортивных соревнованиях, постоянно одни и те же люди, да. Я занималась волейболом с сестрой, и на спартакиаде я сидела в замене. Там устная спартакиада, детская, школьная. И они, село Бетюн и село Амга, они вот за первое место играли. И вот сестра моя в основном состав играла, а я на скамейке сидела в замену. И она должна была пробежать 1000 метров. И вместо этого тренер отправила меня туда. Ты же сестра, тебя типа не поймут, кто там бежит, и все, отправили меня. На 1000 метров я бежала. Сперва я боялась, что там старшие девушки были, старше меня, лыжницы были. Потом что-то 2 круга прошло, и 200 метров оставалось. И я финишировала, и все, я выиграла, спартакиаду. И все, сама даже удивилась. И я выиграла случайно этот забег. Получается, все, я выиграла спартакиаду детскую. Все, уже бросила волейбол и начала заниматься легкой атлетикой. Все дети Евдокии Прокопьевны талантливы. И, как оказалось, не только в спорте, но и в искусстве. У нас кружков было очень много в школе. И после обеда мы всегда сразу домашние работы делали, и работы по дому, да, там полы помыть, там посуду помыть, и сразу на кружки, кто чем занимается, пение, танцевальные, вот так. Я в детстве вообще ходила на этот танцевальный фольклор, пела, тою, и вечером только в 9-8 приходили домой. В деревне еще и свет же, света не бывает иногда, да, по вечерам. Да, и вот в это время мы играли. Там лото, домино, настольные игры играли с семьей. Еще читали книги. Кто много читает, там соревновались между собой. Мама перед сном пела колыбельные, играла на балалайке. У нас балалайка была, и братья играли на гитаре, там всякие. Постоянно у братьев друзья приходили, они сидели в комнате, играли и пели. Я это очень помню. Папа Афанасий Иннокентьевич Сергеев не отставал от своих и тоже оказался личностью с выдающимися способностями и в спорте, и в музыке. Он поет,
художественной самодеятельности активно участвует. Про свою деревню, про Битюль. Всегда поет. Это самая любимая его песня. Всегда поет. И он тоже масс-рестлингом занимался. Тоже высокий, сильный, очень был ветеран спорта. Вот так веселые вечера и спортивные успехи всех членов большого семейства сформировали свои традиции. В нашей семье очень хорошая традиция каждое лето ночевать на берегу реки. Рыбачим, наслаждаемся семьей, шашлыки, вот это дети вообще играют, купаются с утра до вечера. Катание на лодках, да. И у нас все равно вот соревнование идет. Кто быстрее доплывет, ищем вот эти бутылку под водой. Ну, и кто далеко нырнет, ну как-то вот так всегда. Вот эти игры у нас все равно соревновательные. Наша родина Амга славится самой чистой, да, рекой и красивой природой. С утра до вечера нас не было летом дома. Особенно летом. Мы утром просыпались рано, ну, в 9-10, да, и сразу да, вкупаться пошли туда сразу с утра. И до вечера. Даже забывали про еду, про обед, про ужин, все забывали. Каждое лето всякие такие вообще загорелые, черные. В детстве у нас вообще, я помню, что Амга, река, да, кристально вообще чистая была. Вообще очень чистая там. И очень много сарданы было, да, на том берегу. И я помню, что вообще красная была еще вообще сардан. А сейчас такого нету. Это очень плохо. Мои родители тоже, они родом с Амгинского района. Папа с Битюня, а мама Самарсон, село Михайловка, да, ну, старое название. Я родилась в семье, единственный ребенок. Мама, папа я. Мама из Черепкинского Луса, село Чакыр, а отец Амгинского Луса. Участок Орлах, село Михайловка. Отец ветеран Великой Отечественной войны. В Ленинградской битве потерял ногу. В 1944 году вернулся домой и там работал почтальоном, диспетчером в колхозе. Мать домохозяйка, она работала в магазине сторожа, уборщицей. По-моему, она самая красивая была. Длинные волосы черные. И она сама красивая. Как это, сахалярочка, как. Большие глаза. У нее было здоровье такое слабое. У нее сердце было плохое. Она заболела. Мама рано ушла, поэтому с папой, с отцом жил. Отец даже корову дает, корову. И это хлеб стряпал даже, когда школу закончила в 1966 году. Потом такая установка была, что после школа производство вуз. Поэтому я в колхозе работала дояркой 2 года. Потом 1 год учеником, продавцом в магазине работала. После этого приехала в Якутск сдавать экзамены кооперативный техникум. Кооперативный техникум 2 года училась, в 1971 году окончила. Потом обратно домой приехала и работала тоже продавщицей в магазине. В этот период Евдокии Прокопьевне судьба преподносит подарок – встречу со своим будущим мужем. Я была ревизором райпо на ревизию. Это пошла в магазин, там увидела его,
Он такой стройный и высокий. Потом вечером был концерт, там и встретились. Меня пригласил на танцы. Потом время прошло несколько. Вдруг мне письмо пришло от него. Давай познакомимся. Я ответила да. Поэтому познакомились. Вот любовь с первого взгляда получается, наверное. И после этого весной уже поженились. Вышла замуж за Афанасия Сергеева. Мы жили в этом Бетюне. Родила 5. Первым был сын. Имя выбирали моего отца. Имя отца Прокопий. Прокопий Егорович мой отец. А сыну дала имя Проня. У меня была большая трудная операция. Врач сказал, сколько у тебя детей? 4. Он говорит, хотите рожать? Да, хочу. 5-ю она родила. И всегда вот поэтому папа говорил, вот не трогайте дочку, ну, сестренку, она самая маленькая, она после операции родилась, типа, поэтому я никогда, ну, когда была маленькой, я никогда не полы не мыла, там, не готовила, и я как самая младшая была, поэтому на сенокос я редко ходила. Всегда мои сестры и братья ходили. Я оставалась одна дома. Ну, типа, я хлеб должна купить, поэтому, типа, я оставалась всегда. Я была папиной больше девочкой. Всегда за папой ходила. И люди спрашивают же на улице, типа, чей ребенок? А я говорю, папина дочка. Вот так я отвечала, да. Мы в баню ходили, одна женщина спросила у моих, кем вот, чей ребенок? Папин. Вот так ходили. Не мамина, а папина. Трудно давались мальчишки, конечно. А девочки немножко... Мы все уже сразу были самостоятельными, да? Самостоятельные. Мне мама рассказывала, когда они были маленькие, вот эти мои сестры и братья, они на улице на лужах купались еще весной. И там платки мыли, там на лужах. Я, слава богу, я не такая была. Про няня. Это весной было где-то в мае месяце. Ну, большая лыжа была на улице, и там и купались. Несмотря на то, что братья и сестры Надежды были шаловливы, однако чувство ответственности за младшую сестру у них было высокое. В садик ходила, и меня забирали мои братья и сестры. Я сидела на санках, как королева на троне. Да? И сестры мои, они впереди шли, а сзади мои братья. А я там сидела, такая деловая. А я это очень помню. И мы проходили мимо этих соседей, и там у них были вот эти собаки злые очень. И они готовились всегда вот эти как шарики снегом делали. Я чувствовала со стороны братьев и сестер защиту такую мощную. Ну и в школьные годы я это чувствовала всегда. Потому что меня вообще, ну раньше типа такие же были, типа в деревне, разборки всякие, да. И меня вообще никто не трогал. Потому что у меня были старшие братья и сестры. У меня самое счастливое детство было, потому что у меня были родители, они меня любили. Ведь поэтому и у меня большая семья была, братья и сестры. Мама даже в нас в детстве вообще никогда не ругала. И я вот это не помню никогда. Не кричала, не ругала нас. Папа более эмоциональный был, чем мама. Я характером в папу. Потому что я тоже эмоциональная. По папиной линии бабушка только была. И все. А остальных я вообще не помню никого. Дедушка был. Ну, я его не помню. Я маленькая была, поэтому.
только бабушку помню, Филиппова Анна Петровна. А мне рассказывали, что она была высокая, очень сильная женщина. Всегда вот так бревна вот так таскала, говорят. Папа тоже мой был высокого роста, 1,95 м. Он инвалид первой группы был по зрению, да, он не видел вообще. И он все номера телефонов знал наизусть, всех знакомых. Компьютер. Вот это представляете, всех знакомых, всех детей, всех внуков, да, он всех знал наизусть. И даже вот эти, когда мы жили в деревне, да, ну, 10 лет, и нам звонили и спрашивали у папы номер телефона какой, кого-то, вот так было. И он говорит там, это. Ничего себе, да? Голова как компьютер. Да, как компьютер у него был. Я помню, что он всегда рассказывал там всем, вот, моя дочка выиграла. Постоянно так делал. Дочка моя говорит всегда, я буду как мама, быстрее бегать. Но я говорю, нет, лучше, в себе говорю, лучше не надо. Это очень тяжело. Такой труд нужен. Своей дочке я бы не пожелала. Потому что, ну, легкую атлетику я не отдам. На легкую атлетику я не отдам. Потому что я знаю, как тренироваться, как тяжело это. Вроде бы легкая атлетика, да, звучит так. Ну, королева спорта. Я думаю, что не только легкая атлетика, а любой вид спорта все равно очень тяжело. А так сейчас дочка ходит на плавание, просто оздоровительное плавание, да, и она сама выберет. У меня бывают такие, да, вот этот перед соревнованием вижу я свой образ, да, свое лицо, ну, получается, да, и я вижу, если я буду плохо выступать там, у меня лицо там уже вот такое хмурое, а если я хорошо буду выступать, у меня там радостное лицо. Вот у меня вот такой образ показывается в некоторые, ну, за месяц, там, за 3-4 недели вот до старта. Я не знаю, как это описать, ну, бывает такое. Всем спортсменам нужны 3 вещи – целеустремленность, дисциплина и упорный труд. Без этого сложно продолжать бежать. Впрочем, как и идти по жизни. Но как бы тяжело ни было, всегда есть тот самый человек, который поймет, услышит и утешит. Даже не словами, а одним лишь взглядом и присутствием. И она всегда вот так стояла, расчесывала. Я это очень помню. И она никогда не ругалась, она никогда вот этот не кричала на нас, да. И, ну, ассоциация идет, как вот этот цветок сардана вот так шевелится. Когда человек просто бежит, он видит вокруг себя много чего интересного. Дома, леса, цветы, небо. Он просто дышит воздухом и чувствует себя живым на этой земле. И уже одно только это можно называть чудом. Пусть и обыкновенным. Ведь бег – это свобода, а вот марафон – настоящее зрелище. И именно оно вдохновляет по-особенному. К тебе приближается бегун, и ты понимаешь, насколько неимоверный путь он проделал. И это колоссальное проявление человеческого духа. За это и получает свои медали легкоатлетка Надежда Бут, Надежда Якутии и России. А ее мама в это время тихо сидит дома, жарит оладьи, волнуется и с нетерпением ждет результата. Она ее ангел-хранитель. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.